Салем, Достар! Очень рад вас видеть, надеюсь, вы меня тоже. И сегодня будет ролик из разряда «Как заработать», как вообще зарабатывать, если ты студент. Вот, что тебе для этого нужно. И я немножко прям позвоню даже работодателям и так далее. И попробуем вот устроиться в случае, если того, что я как бы несовершеннолетний подросток. Первое, что, наверное, очень важно. Многие думают, мол, мне нет 18, значит, меня никто не возьмет на работу, потому что я не имею права работать. Но это не совсем точно. Работать человек имеет право вообще в любом возрасте, даже в 5 лет. Но если это только театр или кино. Но мы сейчас поговорим о более реальном. Начинается все с 14 лет, и вы имеете право полноценно работать. Но только в 3 случаях. Первое, если это не мешает вашей учебе, свободное от учебы время. Второе, не несет вам никакого физического вреда. И третье, не несет никакого морального вреда, скажем так. Ну, работы бывают разные, да. С 15 лет вы имеете право без проблем работать, если у вас есть среднее образование, ну, а-ля там типа 11 классов, что вполне на самом деле реально в 15 лет, потому что бывают разные случаи. В 16 лет такая же история, вы можете заключить полноценный трудовой договор. К сожалению, не все работодатели об этом знают, потому что, ну, камон, не все же изучают там трудовой кодекс РК, да? Если он бизнесмен, не значит, что он там юрист какой-то. Поэтому можете смело ссылаться на Трудовой кодекс Республики Казахстан, показывать им, оставлю ссылочку, где все это написано, чтобы вам было спокойней. Вот, я начал работать достаточно рано, и я поделюсь своим опытом, как же все-таки это сделать, потому что, ну, просто реально не все знают, куда устроиться. Ну, вы же не пойдете там архитектором или еще кем-то, просто потому что вас не возьмут ввиду вашего возраста, опыта, образования и так далее. Но вот как вообще поднять деньжище, если вы еще там не закончили универ или не окончили школу? К примеру, нет, школу вы должны окончить, ну, хотя, в принципе, не обязательно, вы можете работать и учась, главное, чтобы вы работали в свободное от учебы время. Итак, давайте сейчас посмотрим и найдем реальную вакансию без лохотронства. Первое, вот я знаю, что очень плохо видно телефон, да, простите, но я думаю, я вам буду объяснять, и вы так все легко поймете. Заходите в ВКонтакте, это первое, что я могу сейчас посоветовать. Вводите промоутеры и свой город, либо просто работа и свой город, и вылазит наверняка какая-то из разряда таких групп. Вы заходите в нее. Вообще, я сейчас смотрю Алмату, но я знаю, что и в других городах Казахстана это тоже есть. Вот, промоутеры Алматы. Вы читаете объявление. Вот, ведется набор девушек, парней для работы в ростовой кукле. Давайте мы сейчас попробуем позвонить и узнаем вообще, сколько идет оплата. Ну. Ну, не будем забывать, сегодня суббота, и не очень хорошее выбрал время, конечно, для поиска, для звонков, и поэтому, конечно, думаю, что будет все затрудненно, и не все возьмут трубочку. Я пока сделал вот так, чтобы не переживать. Вот. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, да, слушаю. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я вот насчет вакансии, у вас насчет промоутера было объявление. А подскажите, пожалуйста, у вас вообще кто требуется, что нужно? У нас требуются парни для работы в ростовой кукле. Это будет акция от банка, ростовая кукла в виде карточки банковской. Вот, работать мы будем по 6 часов в день. График работы суббота, воскресенье, пятница, суббота. По 6 часов в день, оплата 850 тенге в час. Получается сумма за весь проект 30 600 тенге. Ага, отличненько. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста у вас можно? С 17. Ага, хорошо. А оплата идет как, сразу или нужно будет ждать там? Нет, или что? по окончанию проекта. Сразу, да? Если мы, получается, работаем последний день у нас суббота, то потом на следующей неделе, понедельник, вторник оплата. Ага, хорошо, отличненько. А подскажите, куда-то надо подъехать, да, или что? Да, конечно, нужно подъехать. Напишите мне в WhatsApp, я вышлю адрес. Ага, все? У нас будет все? линк. Все, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Такой первый вариантик, да, вот вы сейчас наверняка услышали а-ля из того, что, ну, 17 лет и типа нельзя, да, но я уверен, то, что никто не будет смотреть и проверять ваши документы, ну, это не есть правильно, и, может быть, я тут не особо хорошие советы даю в этом плане, но если вам 16, да и думаю, даже вы можете прийти и просто сказать, ну,
Вот, я достаточно не глупый, я там могу хорошо работать, но мне 16. Как бы от того, что вам 16 или 17 лет, это, ну, никакой вообще разницы не имеет, ну, касательно именно законодательства. Хоть вам 17 лет и через 3 дня вам 18, и хоть вам 16 лет исполнилось только вчера, вы несете, ну, одинаково юридически имеете право работать. Вот, такая вакансия, да, 850 тенге в час, 6 часов в день. Ребят, давайте посчитаем, это почти 5000 тенге за 6 часов. Это хорошие деньги, согласны? Ну да, вы походите в ростовой кукле, но, блин, оно того стоит. Как бы, если вам реально нужны деньги, то 32 тысячи тенге за проект, грубо говоря, за 7-8 дней, хорошие деньги, я считаю, даже отличнейшие. Давайте пробежимся дальше. Я сделаю еще несколько звонков и еще объясню пару моментов и тонкостей, которые вам необходимо знать. Так, я вот тут еще видел возраст от 18 лет. Ну ладно, давайте мы это пропустим. Так, работа в аквапарках Капчагаи. Так. Девушки для проведения дегустации. Ну, мне будет не очень комфортно звонить. Тоже девушки, 950 тенге в час. Срочно требуется промоутеры. Девушки. Ты яркий школьник или креативный студент. Понятно. Так, ну вот это вот можно, в принципе, позвонить. Срочно требуется промоутер. Узнаю, почему у них от 18 лет. На самом деле, ребята, они вообще не имеют права вас ограничивать в этом плане со скольки лет или что как. Рекламные... Давайте попробуем позвонить. Если возьму трубочку, будет отлично. Я проверю, нет, не тут, наверное. Давайте посмотрим. Блин, о, пошел гудок. Так, отключил микрофон, чтобы, если что, не услышали, что я вам говорю. Вот насчет промо. Это действительно хороший такой, ну, действительно достойный заработок, я считаю, для школьника. Ну, типа, зарабатывать в месяц 60-70 тысяч тенге, раздавая листовки, вполне себе реально. Потому что средняя ставка по Алмате, давайте будем говорить честно, по Алмате, в других регионах иначе, к сожалению, трубку не берут. По Алмате ставка около 600 тенге в час, это средняя, бывает меньше, но достаточно редко. Вот, если работать в день хотя бы по 5 часов, это 3000 тенге, если работать хотя бы 20 дней в месяц, то это вполне себе достойные 60 тысяч тенге, на которые вы можете там купить себе те же школьные там принадлежности или что-то необходимое, или просто помочь семье. Поэтому вот, промо это самый хороший вариант, если ты совсем молодой. Дальше идут уже, если ты постарше, 18 лет, это официанты, да, ну, тоже, блин, вы заходите в OLX, ребят, вам же не стоит показывать, да, как это и что. Заходите в OLX, вводите работа, ищите объявления, и обязательно, вы должны обязательно позвонить, ребят, и не стесняйтесь задать вопросы из разряда оплаты, договора и так далее. Потому что, ну, очень много кидалово, и как бы от этого никуда не убежишь. Людей пытаются разводить, каждый пытается сэкономить на всем, практически на всем, поэтому в этом плане аккуратно. Насчет промо есть куча агентств, если вы в Алмате, есть Trinity, Profession, Progression, Adverse, ой, до сотни, я просто раньше в этой сфере работал достаточно долго, и их реально куча. Вы можете рассылать свои контакты по всем им, вот, да и в любом городе Казахстана это есть, даже если он маленький, там, население 100 тысяч или даже меньше, все равно где-то да как-то нужны промоутеры, вбивайте в OLX, если ВКонтакте нет группы, и звоните, не бойтесь, общайтесь, узнавайте, что, как, чему, приходите, вполне себе устроитесь. Я зарабатывал на этом деньги, сколько мне не рассказывали про кидалово, у меня такого не было. Ну, я знаю, что оно наверняка есть, где-то кого-то как-то обманывают, поэтому будьте аккуратней, но у меня такого не случалось. В общем, вот, ребят, такой небольшой гайд, запомнили, да, вбиваете ВКонтакте в группы промоутер, либо работа Алматы, листаете, мониторите час-полтора, находите для себя что-то интересное, вот. В принципе, и отделяйте обязательно, вот тоже такой момент, чтобы вы не велись, когда заходите на OLX, очень часто пишут промоутер, 2000 тенге час, там, звоните, приходите, будете в месяц получать 200 тысяч, можете даже не звонить, это развод, лохотрон, вы придете, вас заставят там бегать, прыгать, подписывать людей на всякую чушь, и на самом деле получите вы десятки раз меньше, чем вам обещают. Смотрите реально, где пишут 600-700 тенге в час, это да, это не обман, так оно есть. Звоните, узнавайте, что как к чему. Обязательно вот видели, да, когда я звонил, то, что спрашивал, вот в плане того, когда оплата, как оплата, договаривайтесь сразу, уточняйте все условия для себя, и в общем, ребят, всем
спасибо. И ссылочка в описании, смотрите, вот он, показывайте прям лицо, что, ну, не имеют права вам отказать, если вам там нет 18 лет, вы вполне имеете себе право работать, поэтому вот так, ребят, все, всем пока-пока.